А люди говорят, что у молодежи нет будущего в Молдове. Так ли это? Люди говорят, все. Есть сегодня в Молдове, есть будущее. Ну ты что, не встречал молодежь, которая совершенно демотивирована, которая не знает, куда пойти на работу, которая ищет работу высокооплачиваемую, не может ее здесь найти, разочаровывается в стране, в условиях жизни страны? Опять же, сегодня мы должны объяснять, и политики, в принципе, и взрослые люди должны объяснять молодежи, что не бывает, что ты закончил школу и университет, сел сразу в мягкое кресло и получаешь много денег. И даже туда, куда они едут на заработки, там тоже нет такого. Сегодня, чтобы что-то получить, но там лучше, нужно чем здесь. Просто, ну, чем лучше? Ну, нету, я слышу, я разговариваю тоже с молодежью. Они едут туда, что-то там курьерами работают, на почте, там где-то на заводе. Ну хорошо, дальше там тоже нет перспектив. Но сегодня ты приходишь. Они даже, понимаете, в чем проблема? Молодежь даже не пробует, даже не пытается найти себя. Чтобы они сказали, давайте, вот если вы будете разговаривать с молодежью, они будут говорить, нет перспектив. Спроси, а где ты пробовал? Практически никто, все скажут, ну мы просто слышали, я слышал, там нет места, я слышал... Или я не хочу работать на такую низкую зарплату. А на какую низкую зарплату? Ну, допустим, я имею конкретный пример, да, заработная плата 8 тысяч лев молодому человеку показалась очень маленькой для жизни в Молдове. Да. 8 тысяч лей, ты только устраиваешься на работу и получаешь 8 тысяч лей. Мало. Ну хорошо. Вот такие требования у молодежи. Да, ну хорошо, у тебя стоит вопрос, либо уехать на заработки и получать там 20 тысяч лей, но ты поработаешь 10-15 лет, твое здоровье закончится, и ты приедешь сюда, и ты здесь уже никому не нужен будешь. И будешь просить пенсию здесь. Да. А ты здесь не работаешь, и потом говоришь, а у нас маленькая пенсия. Денис, так есть будущее у молодежи есть, Молдовы? 100% есть будущее, надо пытаться, стараться смотреть, пробовать, а не просто сидеть и говорить, что у нас все плохо. Надо встать и пойти делать. Пока мы это не сделаем, мы все ждем, что придет одна нам страна, поможет, вторые рядом, третьи еще откуда-то, пока мы сами не встанем, не сделаем. Тем более мы ездим за рубеж, мы видим, как там интересно. Им же тоже никто не пришел, не сделал. Они сами сделали. В этом смысле, да. Сегодня мы должны стараться и перенимать опыт и оттуда, и видеть. Если ты сегодня молодежь, вот я не понимаю, сегодня многие, маленькое тоже добавлю, сегодня молодежь говорит, у нас нет развлечений, да? Ну, многие говорят. Говорят, что для молодежи нет развлечений. Ты говоришь, вот в Кишиневе, предположим, у нас там много развлечений, или там в Европе много развлечений. Но ты, если молодежь, полон сил, инициативен, ты увидел то развлечение там. Сегодня есть очень много грантовых программ. Приди и сделай сегодня, предположим, это в Гагаузии, и вот зарабатывай на этом. То есть надо что сделать? Надо научиться сначала понимать, как работает предпринимательство, надо научиться и хотеть написать заявку для получения гранта, надо вникнуть в это, потом надо этот грант получить, то есть несколько проб сделать, чтобы получить этот грант, потом надо его администрировать, этот грант, научиться правильно распределять деньги так, как ты написал свои заявки, а потом получить результат долго. Надо быстро и большую зарплату. Чтобы что-то получить, надо в первую очередь полюбить страну, где ты живешь, и захотеть ее изменить. Это в первую очередь. Вот когда у нас появится два этих Это критерия, для тебя невысокие слова? Ты ими пользуешься? Нет, я честно говорю. И каждый раз, если выезжаю за пределы, каждый раз я говорю, моя маленькая страна, может она не такая богатая, но она моя, и я ее люблю, и я хочу здесь жить. Потому что если бы я не хотел здесь жить, я бы уже давно отсюда бы уехал. Оптимистично, Денис.